Доброго утра, дорогие друзья! У нас, посмотрите, какая погода, все замело. Сегодня была максимально беспокойная ночь, лаяли, выли, просто, не спали всю ночь. Если честно, я подозревал, что происходит, но утром убедился, что да, я прав. Я вот буквально полчаса назад выходил, у меня просто телефон разряжен был, не смог записать. Сейчас вот записываю, вот выхожу с дома. Я думаю, вы догадались уже все, что у нас случилось. Гололед под этим, прям под снегом, смотрите. Главное не подскользнуться. Сейчас покажу, что у нас произошло. Сейчас надо, кстати, заделать. Вот прям всем парком поддержка была для нашей мамочки. Не побоюсь этого слова. Это у нас акула, куленок. Для нашей мамочки Веги. Вон она с малышами. Посмотрите. Сейчас мы туда подойдем поближе. Сколько родила, не вижу. Сейчас подойдем. Красотка наша, Валент. Один серенький вижу уже. Красота. Вегочка, молодец, моя девочка. Умница. Как обычно у тебя, да? 4 щенка. Надо прикрыть здесь этим одеяльцем. Так, ничего больше нету тут. Не видно. Эти спрятались. Немножко. Чтобы потеплее было, прикроем сейчас. Да, плохо видно, сколько щенков. Но вроде бы все хорошо, слава богу. Пищат, визжат. Ну, тут сейчас застелю, да и все. У нас, в принципе, -3. Завтра только будет -15 уже. Но у нас Луйка и Вольник, они вообще в погоду -40 на улице родились. Поэтому с Валендами ничего не будет. И вот они очень крепкие, когда вот на улицах так рождаются, выхаживают их. Вега. Сейчас тебе принесу молочка. Синайка постарался опять. Вот у нас Новый год. Начался с пополнения со 2 на 3 число. Родились Валенды. Прошлый год был 6 на 7. В документах будем ставить 3 число. Дай бог, чтобы все выжили. У нас Вега мамочка прекрасная, поэтому в ней мы не сомневаемся. Устала. Греет своих малышей. Сейчас пойду полотно возьму, прикрою здесь все. Ну все, прикрыл наших детишек с мамой вот таким вот полотном. Вот такое, что не должна порвать. По-любому будет пытаться рвать, убирать это все. Будем менять, если что теперь поделать. Вот такие дела. Открыл сейчас курятник. Забрал яйца. Вот одно разбили, правда. Вот 3. Забираю каждый день по 3 яйца. Вот и по одному оставляю. Сделаем вот так вот в курятнике. Вот этот верх хочу еще прикрыть, чтобы они там не лазили. В принципе, постоянно теперь несутся туда. Бывают вот эти еще, которые не особо понимают, новенькие, они несутся вот неправильно. Все остальные нормально. И поменял полностью им подстилку, а то тут вообще невозможно было. Поменял, засыпал все. Сейчас вот хорошо стало им. Сейчас кабанам отдам одно вот такое яйцо. Остальные домой. Так, прикроем. Так, кто у нас тут?
Эверест, выходи. Эверест. Давай, 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 лентяй. Выходи. На. Иди сюда. Сейчас за жратву пойдут. Иди сюда. Ух ты какие. Посмотрите на них. Красавцы какие. Эверест и скала. На. На. Павлины не хотят выходить. Так, прикрыть. А то сейчас навряд ли разбегутся, но лучше прикрыть. Лишний раз. А то у нас кабаны едят куриц. Им нельзя. О, у нас павлинчики тусуются. Идем домой, отнесем сейчас. Акела. Красавец какой. Фурии до сих пор ничего там не заросло, но она заходит и спит в логове. А тут у нас злой и страшный серый волк, который хочет разорвать меня. Это у нас Оскар, красавец, посмотрите какой. Братиш, тайкусик. И он не подходит Балта. Обратно решил Балта посадить, потому что он душится на тросе, рвет там все, ломает будку. Ну, в общем, забастовку устроил. Тоже хочет ко мне подойти, но не дает ему. Этот по статусу повыше Оскар, и вот он не дает. Иди сюда, Бал. Начинает, видите, он еще уходит, агрессирует. Хотя тот заднюю не сдает, видите, хвост поднял, но лишний раз тоже не лезет. Братиш, что такое? Порвать не хочет. До свидания. Это у нас Арюшка, черника, и посмотрите на светлого. Какой красавец. Насчет светлого очень много вопросов, все спрашивают, когда операция. Буду обращаться к врачу в середине января и будем записываться на операцию. Хотел поблагодарить всех, кто участвовал в этом сборе. Спасибо всем огромное. Уже благодарил отдельно некоторых личностей, которые помогли очень сильно в этом сборе. Это Андрей Светлый, естественно, Ильдариус, Ника, спасибо, Санта, Брижа, всем, вообще всем, имен очень много. И честно, ну, тяжело всех запомнить, поэтому спасибо всем и каждому огромное, кто в это делал свой вклад. Спасибо огромное. И хотелось еще поблагодарить Олега Сергеевича. Он через помощника связался со мной, также проспонсировал средства определенные на Светлого, на операцию. Спасибо ему огромное, хотя уже сбор был закрыт, но все равно я очень благодарен. Эти средства идут на развитие парка, на животных. Спасибо огромное. Помощник мне скинул видео в ютубе, канал Олега Сергеевича, и я увидел, что у него питбуль есть, который мне очень нравится по окрасу. Был у Агопа питбуль такой, девочка Кимми, она мне очень нравилась, прям вообще крутая, я бы такого себе завел, если жил где-то на югах. И оказывается, что у Олега Сергеевича, он покупал у Агопа питбуля, ну, приобретал, я не знаю, покупал, приобретал, но не суть. Суть в том, что от этой Кими, хотя это было как будто вчера, думаешь, что себе, она была вчера малышка, уже детей может иметь. И, в общем, там один в один как Кими, очень красивый,
граф, еще такого окраса кремового. Оставлю ссылочку Олега Сергеевича, поэтому, дорогие друзья, подписывайтесь, следите за питомцами. Всем огромное спасибо за поддержку. Еще раз всем прям огромная благодарность всем тем, кто действительно поддержал этот сбор. И наш Светлый, я уверен, что в скором времени будет у него 100% зрение. Вот у нас полярный арктический волчара. Ему вот будет 8 месяцев скоро. Ты тоже Арктис наш. Ты тоже наша Арктика. Смотрите на эту. Черника у нас наполовину Арктика, наполовину канадец. Светлый. Оба! Светлый. Вот ты красотка какая. Ух, красотища. Она у нас течет, кстати. Арюшка. И вот очень много заявок сейчас, чтобы я вязал Акелу. Очень много волчатников мне звонят, спрашивают, узнают, кем Акелу будешь вязать. Давай Акелу мою волчицу, давай ту волчицу. Ну, человек 5 точно мне звонило. Но у меня, в принципе, есть свои волки и свои гибриды. Вот у меня мысль такая была, что вот Аре уже 2 года будет, и она потекла. И, в принципе, если ее повязать Акелой, если свяжутся со мной зоопарки, европейские, наши здесь, и кому будет интересна эта вязка, конечно, эту вязку организуем. Надеюсь, что Акела повяжет. И будут, конечно, там супер волчата. Но сейчас у меня другие планы, другие цели, поэтому если зоопарки со мной и парки свяжутся, то тогда я повяжу. Если нет, то тогда не будем. Арюшку нашу трогать. Только на следующий год у нас, скорее всего, будет вязка с Йети, нашим кобелем-переростком. Сейчас я покажу его. Арюшка, волчица наша. Вот у нас кобель. 74 холки. Огромный кобелина. И вот на следующий год планируется вязка с нашей Арюшкой, гибридом волка и валенда арктического. Это у нас Светлый, посмотрите, какой он огромный. Он еще, ну, наверное, как Йети он уже размером. Будет, наверное, не знаю под сколько, но не меньше 85, может под 90 в холке. Огромнейший, огромный просто волк. Там у нас вольник, тоже крупняк. Крупненький. Да, Йети, да. Погавкай, посмотрите на лапу. Вот так, покажи свои лапы. Вот моя рука, вот кулак, посмотрите его лапу. Огромный кобелин, огромный. Вчера с Петром Николаевичем Макуловским общался, сказал ему, сколько в холке. Он говорит, так он еще больше будет, говорит, у меня собаки до 2 лет растут. Кобели именно, суки, говорит, до года, а кобели, говорит, еще раздадутся. Ну, надеемся на это, что будет огромное. Да. В лесу себя тоже прекрасно показывает. Светлячок, красавец. Вот как одеты вы. От волкам без разницы. Зима теплая, не теплая, они вот одеваются всегда хорошо. А вот валенды и лайки, они приспосабливаются. Я смотрю, если зима не такая холодная, они одеваются не так сильно. Хотя все, в принципе, для лайки очень хорошо одета она. Западно-сибирской. Иди сюда, девчушка, иди сюда. И ты, моя девочка. Девчата, грозные девчата. Это, конечно, серьезная дама черная. Посмотрите на ее размер, она и от Светлого особо не отстает. Тоже крупная дама будет. Возможно, и где-то как фурия размером догонит. Конечно, лапы не такие, но все же. Смотрите, как охотятся на молодежь еще. Да, охотятся на вас. Подскользнуться можно, смотрите, прям лед. Везде лед, очень аккуратно надо ходить. Все, куда вам столько есть? Куда вам столько есть? А, Ари? Светлый, ой,
чуть не упал опять. Хотел подойти. Иди сюда, светлый. Идите сюда. Подойдет, нет, интересно. Ух ты, зубище у тебя. Ух, зубище. Так, аккуратней с пальцами. Аккуратней. Не подходит. Светлый, иди сюда. Не хочет. Очень жаль, конечно, что он не ручной. Да все убирай. Свои клычища. На Акелу, конечно, похоже тоже. Да, работа здесь немерено. Сейчас чисткой снега будет. Ну ничего. Смотрите, охотится на меня. Эти выясняют он отношения. Так, к вам не подошел. Да, сейчас вас поглажу. Это у нас охотнички. Думал утром сегодня поехать в лес, но потом что-то мы тут потравились, все уже 5-й день тошнит. Пьем всякие таблетки, ничего не помогает. Ужасно себя чувствую. Не знаю, где потравились. Но сначала ребенок заболел маленький. Финаечек. Он, морда уже зажила почти. Но шрам еще один прибавился. Ночью пойдем с ними в лес. Вон лордик у нас. Ялу, смотрите. Ох, красота какая. Ох, красота какая. А там биносики. Биносики. У нас недавно видео вышло. 5 часов лосей гоняли. Лорд и Алу, молодцы вообще. Вязкие. Охотнички. Умницы. Верес ждет так меня, чтобы я ему что-то дал покушать. Да, Верес? Гладиться уже особо не хотят даваться. Скала, Эверест. Мамонты наши. Мамонтенки. Ну-ка не ломай. Не ломай. Ах ты, зараза такая. Ты чё кусаешься? А? Ты чё кусаешься? Кусить хочешь? Ну-ка не кусай. Скала вообще агрессивная. С рук так жестко берет. Этот вот аккуратненько. Дергается. Ну да, тебя поглажу. Не хочет, ну ладно. Лишь бы пожрать вам.